Среди всего великолепия природы, бесконечного разнообразия сказочных пейзажей различных уголков Земли, горы, несомненно, занимают особое место своей грандиозной мощью, непревзойденным величием и волшебной фантастической красотой. Горы – это благословение в камне. Красота их – это материализованная небесная истина. Это отражение мира надземного, придающего им очарование какой-то иной, высшей реальности. При этом внешняя, видимая каждому красота – это только одна из многих граней их величия, мудрости и чистоты. Именно здесь человек может постичь истину, достигнув высшей степени гармонии и покоя, воцаряющихся в его душе. И в этом смысле горы Осетии, где расположено свыше 1000 святых мест, безусловно являются одним из самых сакральных мест на Земле. При этом горы дарят человеку не только духовную, но и земную благодать в виде хрустальной чистоты родников и лечебных минеральных источников, бурных рек и благоухающих альпийских лугов, густых лесов и богатых сенокосов. Среди этих удивительных сокровищ, подаренных человеку Богом, есть в горах еще одно таинственное богатство – это камни и минералы. Но чтобы начать говорить о них, нам необходимо перенестись к самым истокам, к самому началу начал, к тому времени, когда наша Земля стала колыбелью жизни в бесконечном межгалактическом пространстве. Ровесница Солнца, она кружила в ледяных просторах космоса около 5 миллиардов лет, а потом на ней появилась жизнь. Только камни помнят те времена, когда на Земле не было живого дыхания. Они же являются и свидетелями появления разума во Вселенной. Камни и минералы – одно из самых прекрасных и удивительных отражений совершенства планеты. Они словно отблески космического совершенства, крошечные осколки далеких звезд, таящие в себе не только тайны земных глубин, но и загадки других планет. Что же представляют из себя камни и минералы? Как они образуются? Научное определение таково. Это природные соединения, встречающиеся на Земле в естественном состоянии. Все горные породы, в зависимости от способа их образования, делятся на 3 большие группы – магматические, осадочные и метаморфические. Породы, принадлежащие к первой группе, возникли из расплавленной магмы. Осадочные породы – результат отложения и последующего отвердевания различных осадков в водоемах и на суше. Под воздействием высоких температур и давлений уже сложившиеся горные породы могут изменять свою кристаллическую структуру и превращаться в так называемые метаморфические породы. Особый вид камней – это речные породы, поддававшиеся в течение очень долгого времени постоянному воздействию пресной воды. Природные условия обрабатывали и шлифовали камни так, что они приобрели гладкую поверхность и большое разнообразие узоров и оттенков. И все это происходило в необозримо далекие времена. Особенно впечатляет образование осадочных пород. Их история насчитывает более 300 миллионов лет. Как известно, когда-то на месте современных гор был огромный океан – океан Тетис. Он разделял Гондвану, суперконтинент, объединяющий Африку, Аравийский полуостров, Индию и Австралию, и Лавразию, суперконтинент в северном полушарии. Последовавшее столкновение литосферных плит привело к возникновению горных систем, в том числе Малого Кавказа и Тибета. Около 5 миллионов лет назад начался на Большом Кавказе рост гор. Именно центральная часть Большого Кавказа в районе Эльбруса и Казбека раньше других включившаяся в горообразование и стала в этом регионе самой высокой. И сегодня в наших горах, бывших когда-то океаническим дном, можно найти камни осадочного происхождения,
насчитывающие многомиллионную историю. Это аммониты и септарии. И мы хотим познакомить вас с человеком, имеющим самую богатую коллекцию этих удивительных созданий природы. С человеком, связанным с царством минералов каким-то неведомым таинственным образом, ведающим многое об их силе и свойствах. Зовут его Ахшар Каллагов. Еще на улице, возле его дома, можно обратить внимание на красивые валуны зеленого цвета. Как выяснилось, это часто встречающиеся в Осетии диабазы, камни вулканического происхождения. Камни эти не только радуют глаз, но и обладают свойством успокаивать нервную систему, снимать стрессы, усмирять гнев и раздражение. Литотерапевты утверждают, что массаж стопы шариками из этого камня способствует стабилизации давления и кровообращения, стимулирует сердечно-сосудистую деятельность. Пригласив нас в дом, Ахшар стал рассказывать об удивительных экспонатах своего музея, выполняющих в его энергетическом пространстве отведенные им определенные функции наблюдателей, стражей, хранителей и оберегов. И это было только начало нашего увлекательнейшего путешествия в мир камня. Вскоре мы впервые открыли для себя образы удивительных доисторических существ, сокрытых внутри обычных на вид круглых камней. Ну вот эти камни, вот если вот взять, распилить, то с них получаются вот такие красивые. То есть то, что внутри есть, они выявляются. Внутри может быть моллюск, может цефалопада, может еще какое-нибудь существо. Например, вот они как, вот она внутри спит. Живое существо. Их камнями называть это аммониты, окаменелости. Это времена мезозойской эры, когда еще ни динозавров, ни гор наших не было, было море. С них заражала жизнь. Аммониты – это вымершие гигантские беспозвоночные моллюски. Жили они с девонского периода 300 миллионов лет назад по меловой период по всему земному шару. Вымерли 65 миллионов лет назад. И за многие тысячелетия пребывания на дне древнего океана их раковины успели обрасти образованиями из окислов и минералов, превратившись в яйцевидные каменные образования – оолиты. Они стали мощными панцирями, позволившими древним раковинам сохраниться до наших дней. Аммонит – камень, хранящий историю планеты. Раковина аммонита получила свое название от имени египетского бога Амона, изображавшегося с рогами овна. Спирально завитые раковины аммонита напоминают рога овна, приносящего солнце и прогоняющего тьму. Кроме того, как говорили древние, закон един для всего живого во Вселенной. Раковина аммонитов развивается по закону логарифмической спирали. По такому же закону спирали построена наша галактика. Поистине, как гласит древнейшее учение Гермеса, что наверху, то и внизу. Для многих народов мира окаменевшие аммониты, их фрагменты и изделия из них являются символами достатка, семейного благополучия, счастья и долголетия. Астрологи более всего рекомендуют носить этот камень водным знаком – раком, скорпионом и рыбам. Но в горах встречаются не только аммониты, а также и другие удивительные образования, называемые септариями. Внутри септарий нередко скрываются ископаемые останки различных древних животных, выступающие в качестве ядра конкреции, например, окаменелости черепах и наутилусов. Внутреннее присутствие ископаемых делает эту горную породу необыкновенно интересной. Необычный вид, который придает этой горной породе минеральное заполнение трещин, позволил ей занять особое место среди декоративно-поделочных материалов. Когда я разрезал вот эти камни, два камня, то внутри обнаружились вот эти рисунки, как вот на картине «Три слезы Бога». Здесь вот крест, там знак минерала, там знак Мукагабурта. И я подумал, что это какой-то знак сверху.
Если разбить этот камень, то вот внутри вот живое существо. Но камень сам по себе большой был, его трудно было нести, мне пришлось его разбить. Но вот это вот поменьше, например, у меня сомнения были, есть там внутри что-нибудь или нету. Но вот ударил, разбил его, и вот внутри вот проявилось вот это. Он даже перламутр виднеется. Вот тоже отколотый камень. Красиво откололся, и внутри высветилось. Вот, а так снаружи обыкновенный камень. Также вот эти белемиты часто попадаются. Они как пули. Это как кальмары сейчас есть. Вот что это такое? Вот у них кальций, стронций идет плюсом. Например, если 0,5 грамм его растолчить, ну и с водой хорошо промешать, вот 100 грамм воды пить, в течение 10 дней курс лечения, ну это в интернете написано так, то он иммунную систему человеку поднимает. Белемниты – полностью вымерший отряд головоногих моллюсков. Вначале они накапливались на дне первобытных морей и океанов. В дальнейшем покрывались слоями осадочных пород и ила, подверглись породообразующим изменениям. Затем они местами вышли на поверхность. В Китае белемниты известны под названием зуб дракона. Они настолько популярны, что используются для лечения едва ли не всех болезней. Если щепотку порошка белемнита положить в любой травяной настой, отвар или чай, их лечебные свойства многократно усилятся. Еще один минерал, которым богаты наши горы, это кварц. Он занимает очень важное место в жизни нашей планеты. Известно, что развитие жизни на Земле напрямую связано с минералом кремнием. Именно этот минерал лежит в основе химической формулы кварца. В природе встречается кварц самых разных цветов и оттенков. Многие разновидности носят собственные имена в зависимости от окраски. Наш герой Ахшар Каллагов из кварцевой крошки научился создавать удивительные картины. Но если вот так мне попадались камни, и они их немного там, или небольшие куски, с них ничего же не сделать с большого куска, я решил, что их можно дробить, и они как для цвета. Ну, гамма цветов, посмотрите здесь какая. Это вот все камни, которые в наших горах. Которые в наших горах и в наших реках. Здесь почти любой цвет есть. И в основном я беру, вот если брать вулканические камни, вулканическую породу, то она вот темная. Темная, потому что это глина, как-никак. А если брать кварцевые, то они вот отличаются цветами. Есть розовый кварц, есть белый, есть желтизной, чисто белый, зеленоватый есть. Вот так же вот здесь. Ну, здесь, например, кремний добавлен. Вот, например, желтые цвета тоже, они же не все одинаковые. Вот здесь вот у волка, вот, ну это он из кремния сделан, там несколько цветов. А вот луна, например, сделана из 3 видов желтых камней. К разновидностям кварца относится также и горный хрусталь, который считается у многих народов священным камнем. Горный хрусталь – олицетворение высшей небесной силы, сплетающей нити прошлого, настоящего и грядущего. Он считается священным и у осетин. Большие камни кварца Занга-Дурта издревле клались на ограду зуаров. Волшебные камни Сукурайфордгута также относятся к их разряду. Наверное, это и есть небесные кристаллы, известные как структурированный кварц. Это особые кварцы, принесенные на нашу планету, чтобы способствовать всеобщему очищению, исцелению и пробуждению. Они несут в себе большую силу, позволяют распознавать истину и настраиваться на область небесного. Горный хрусталь обитает, как правило, в высокогорных районах, в царстве холода, где раскрывается вся красота кристаллов, которые переливаются в лучах солнца и отражении ледяных склонов. Хрусталь вбирает в себя силу этих таинственных мест, которая отражена в его ослепительном сиянии. А поставленные в доме, они будут привлекать удачу и благополучие.
Все великолепие коллекции минералов, собранных Ахшаром, можно найти в наших горах. Но для этого нужно научиться по-настоящему любить горы и отправляться туда, чтобы действительно слиться с природой, сумев освободиться от суеты и, растекаясь душой по всем обозримым просторам, пытаться читать записанную в камне историю Земли. Для этого, безусловно, необходимо не только искреннее желание, но и готовность преодолевать трудности. С этими чувствами наша съемочная группа и решила отправиться с Ахшаром по одному из его маршрутов, для того, чтобы вместе с ним ощутить радость обретения нового образца для его коллекции. Знания, страсть и талант Ахшара к собирательству камней привлекают к нему молодых людей, многие из которых охотно предлагают ему свои услуги в этих путешествиях. Во время наших съемок к Ахшару приехал на внедорожнике Суслан Гурциев, с которым мы и поехали в горы. Выехав за пределы города, в нужном месте мы свернули с трассы на бездорожье и двинулись куда-то вглубь леса по руслу реки. Водитель-экстремал ехал с абсолютно невозмутимым спокойствием, в то время как нам это путешествие уже казалось достаточно опасным. Вскоре нам пришлось не на шутку перепугаться, когда машина оказалась наполовину в воде. Но и тут наш водитель не растерялся. Смело нырнул в холодную воду и сумел таки выехать из водной западни. Дальше дороги не было уже и для мощного УАЗа, и поэтому Ахшар с Сусланом отправились на запланированные поиски аммонитов пешком. Спустя некоторое время оба они вернулись, неся на плечах по массивному камню. День выдался удачный, и этот поход был вознагражден пролежавшими в этих краях как минимум 65 миллионов лет аммонитами. Вот мы наверх, когда поднялись, вот там на этих обвалах нашли вот эти два. Ну, там было поболее, но мы вот эти, решили, что вот эти два возьмем, потому что дорога дальняя, километра по 3 нам пришлось пройти. Вот что это такое? Вот здесь вот видно живое существо. Вот оно. В этом, в Мергеле, вот в этом. Ну, дальше уже надо будет работать над ним, очистить его от этого всего. И надеюсь, что там внутри все вот эти сегменты сохранились. Если ее разрезать, она полирована будет очень красивой. Также и вот здесь. Здесь вот на ней еще лепестки ее, чешуя видна, как дубовые листья. Тоже хорошо сохранилась. Я когда с Ахшаром познакомился, когда к нему зашел во двор, я увидел эти камни, то они впали в душу. И у меня есть техника, на которой можно поехать туда. И когда мы с Ахшаром поехали, были такие камни, что я думал, что я не могу, не осилю их взять и не понесу. Ну, наверное, они издают такую положительную энергию, что, не знаю, даже человек не то что устает, а, можно сказать, отдыхает. Еще и силу приобретает. Да. Мне, например, любовь к природе, вот к камням навил мой дед. Он как говорил, камень, говорит, сам идет к человеку. Если он попал в твои руки, значит, бережно отнесись к нему. Вот, например, вот эти вот красавицы, ну вот это красавица, вот этот может быть красавец. Уж я так думаю. Вы видели, какие они красивые сувениры с них получаются. И их можно еще изучать. Здесь зашифрован генетический код человечества. Сколько неразгаданных тайн хранит еще планета Земля. Какие сокровища сокрыты в ее недрах и о чем могут поведать нам минералы. В 2012 году началось пробуждение всего живого на нашей планете, когда не только человек начал свое пробуждение, но и стали просыпаться от сна царства животных, растений и минералов. Мы имеем сегодня все возможности вернуться к своим истокам, поэтому нам необходимо начать налаживать связь с природой, с тремя низшими царствами, и лучше всего начать это делать с самого главного, научившись с благодарностью принимать дары этих миров, а также энергию, которую с людьми согласны делить минералы.
Минералы своей энергией дают человеку возврат к истоку его души. Кристаллы минералов непрерывно посылают информацию во внешнюю среду, поэтому и возможен обмен информацией между человеком и камнем. Через кристаллы нам передается энергия Вселенной. Камни являются свидетелями всех событий, происходящих на планете. Они несут в себе ценную информацию и ждут, когда мы научимся их понимать.